Сейчас дорога для беженцев открыта только в Ингушетию. В соседнюю Северную Осетию и Ставропольский край их в ближайшее время не пустят. Это место считается административной границей между Северной Осетией и Ингушетией. Ежедневно после полудня здесь собирается большое количество чеченских беженцев, прибывших из Назрани. Однако к концу дня большая их часть так и не пересечет пограничный район, и беженцы будут вынуждены вернуться обратно. Глава Республики Ингушетия считает, что власти пограничных с Чечней районов, которые закрыли свои земли для беженцев, нарушают федеральный закон. Дагестан не пускает, Ставрополь не пускает. Куда идти? Ингушетия пускает и будет пускать. Кто бы это ни был. Это здание автовокзала в центре Назрани. Здесь ночуют те, которым не досталось в городе никакого жилья. А это ворота в районную миграционную службу. Ее сотрудники отдают свои служебные кабинеты под ночлег для одиноких стариков и женщин с детьми. И в служебное помещение, и в контору, и в больнице, и на ЖД-вокзалах. То есть они везде. Мы на ночь открываем вот эти свои служебные помещения, убираем столы, стулья, освобождаем им комнаты и запускаем детей, одиноких людей. Большинство жителей Назрани уже поселило у себя в домах семьи из чеченских городов, деревень. За последние дни столица Ингушетии Назрань стала местом, куда стремится большинство беженцев из Чечни. В ближайших к чеченской территории районах можно услышать, как федеральные силы бомбят скопления боевиков.